18 марта 1918 года. Тревожное время для революции и для всей страны. ВЧК издает постановление о так называемом иногороднем отделе. Вот он, этот документ. Предписано немедленно организовать чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем на местах. В Усть-Сысольск отправляется из Архангельска отряд матросов под руководством Ивана Андриянова. Официально органы безопасности в Коми появились 23 июля 1918 года. В этот день организовали Усть-Сысольскую уездную чрезвычайную комиссию, которая заложила основы современной государственной спецслужбы. На этом фото первое здание ВЧК в Усть-Сысольске. Сегодня здесь размещена Сыктывкарская и Воркутинская епархия. Иван Андриянов назначен главным руководителем новой структуры безопасности. Операции его чекистского отряда по доставке хлеба в голодающий Коми край из сибирского села Ляпино даже сегодня выглядит как подвиг. Одним из первых представителей Усть-Сысольской ЧК стал поэт, писатель и драматург Виктор Савин. Именно он спустя 3 месяца после создания новой структуры составлял отчет о всех акциях для Петрограда. Документ с его подписью – ценный артефакт наследия литератора. Одно из главных дел 20-х годов для сотрудников Усть-Сысольской ЧК – выявление и арест ярого противника советской власти, комиполитика Степана Латкина, белогвардейского губернатора, или, как его еще потом называли, губернатора без губернии. С началом гражданской войны, как председатель Усть-Сысольской уездной земской управы, Латкин всеми силами препятствовал деятельности большевиков и их сторонников в уезде. После ареста и прощения в 1918-м в Архангельске он создавал особый вычегодский добровольческий отряд белых, после разгрома которого уплыл на корабле из Архангельска в Норвегию и успел послужить при штабе барона Врангеля в Париже. Но в июле 25-го сумел вернуться в Россию в качестве сельскохозяйственного специалиста. Работал агрономом в Поволжье, Саратове. Правосудие было к нему безжалостно. 15 марта 1926 года Латкин арестован ОГПУ. Ему предъявлено обвинение в организации белого движения в Коми крае и убийствах 113 коммунистов и беспартийных активистов советской власти. В 1927-м Степана Латкина расстреляли. Самое непосредственное участие сотрудники спецслужбы, а с 1922 года это уже не ВЧК, а ГПУ, приняли и в разработке первого в России нефтяного месторождения в Ухтинском районе. Под контролем сотрудников ОГПУ Сергея Сидорова и Леонтия Липовского Ухтинская экспедиция возобновила работы на Чебьюском промышленном месторождении. Начало Великой Отечественной войны большинство сотрудников НКВД встречают вместе с гражданами своей страны на линии фронта. Николай Кузнецов – один из самых выдающихся советских разведчиков. Про него написаны книги, сняты фильмы, самые известные из которых «Сильные духом». Но мало кто знает, что будущий гроза гитлеровских нацистов и предатель Родины в НКВД попал по рекомендации наркома НКВД Коми СССР Михаила Журавлева. Современные органы госбезопасности довольно сильно отличаются от своих предшественников и по своей структуре, и по целям, да и по оснащению. Но главное, у чекистов республики в этом году появился свой дом. Сегодня здание управления ФСБ по Коми, пожалуй, одно из самых красивых в регионе, под стать тем задачам, которые сегодня ставят перед личным составом. Максим Васильев, телеканал Юрган.